Всех приветствую, добро пожаловать. Сегодня мы будем играть с вами в Witch Doll, то есть ведьминская кукла, как-то так она переводится. Это, опять же, очередная хоррор-игра, то, что мы с вами любим здесь у меня на канале. Вот, так что не будем терять времени, присаживайтесь поудобнее, начинаем новую игру. Начинаем обосрантус. Выберите стиль. Внимание, вы не сможете изменить этот параметр во время игры. Дефолт играйте в игру так, как она была задумана, чтобы полностью насладиться стандартным геймплеем. Да давайте дефолт. Зачем нам вот этот VCS? Только этот мусолить глаза будет. Загрузка. Все прогружается. Как обычно всегда. Эх, ладно. Да давай уже, там неинтересно, чё. Что, кого мы? Так, пропали, походу, наверное, дети, да, скорее всего, потому что ведьма и так далее. Ведьма питается маленькими детьми, которые не слушаются. Опять у нас какой-то человейник, хрущевка или КПДшка. А это, наверное, мы, да? Это то самое место, я должен попасть внутрь до начала бури. Ну, давай. Пошли. Попадем. Сначала мне нужно забрать коробку с вещами с заднего сиденья машины. Ага. Ух ты. Нива. Смешная машинка. И мне надо туда, да? Вперед. А что у нас там из вещей-то? Что-то так мало вещей, конечно. Мы типа кому-то в комнату заселяемся. Ой, можно потише. А куда нам надо? Какая у нас дом? О, киса! О, хоть что-то здесь хорошее в этой игре. Я надеюсь, с тобой ничего не случится, моя хорошая. Да. О. Pet the Stray Cat. Мы получили достижение. Приветственное письмо. Кажется, квартирант оставил для меня письмо. Так, прочитать. Здравствуй, моя дорогая. Я знал, что ты заблудишься. Ваша комната находится на 5-м этаже. Я оставил дверь не запертой для тебя. Ух ты, нифига себе. Вот это забота. Какие-то проводочки. Тут типа, наверное, электричество, да? Ты здесь живешь, да? Я надеюсь, с тобой ничего не случится. Если с этой кошкой что-то случится, я засужу разработчиков. Я вас не оставлю в покое. Только посмейте сделать что-нибудь с кошечкой. Так, на каком там этаже нам сказали? На 5-м или на 4-м? Что-то я уже забыла. Собака. Как вот в прошлой серии тоже была у нас собака. Если вы не смотрели то видео, посмотрите обязательно. Ой. Стул, что ли, там, или что, непонятно. Я все жду, что там кто-то стоять будет. О, кто-то подметает. Где это?
О, здравствуйте. Моя дорогая, твоя комната находится справа. Вы мне кого-то напоминаете. Вы случайно в Бумен не снимались или в других там остальных хоррорах? The Guest, помните, да, тоже была игра, в которой я играла. Она там меня ходила, пугала, эта старушка. О, все, мы можем зайти. Так, я должна поставить коробку на туалетный столик. Туалетный столик. Ой. Это туалетный столик. Я ничего не вижу. А, теперь мы можем ходить. Опа, что такое? Что это за беспорядок? Как будто кто-то уходил в спешке. Мне следует немного прибраться здесь. Опа, что там? Уберитесь в квартире, цель у нас. Ух ты, кто это? Ух ты. Убрались. Звездочки всякие. А вот эту вот башню они строили тоже в спешке? Чтобы потом уйти отсюда, да? Быстро-быстро. Такие, ой, надо срочно построить башню, и тогда сматываемся. Шилипс. Ух ты. Вау. Сразу же компудахтер. Давай, включай, будем играть. Let's play. Нет? Ну ладно. Какое-то радио было включено. Ух ты. Это наша кровать. Как мило. Тут еще и весы есть. Что такое? Сосед, что ли, пришел? Опять бутылками шумит. Так, коробочка. Ага. Фу. Обязательно смывайте за собой какашки, а иначе за вами придет пуп-киллер. А это тоже открывается? Нет? Блин, какая огромная квартира. А, это тоже надо убрать. Куда ты все это убираешь, женщина? Так, это тоже убрать надо. А что ты вот это не убираешь? Это что же как бы... А, вот. Квартира выглядит достаточно чистой. Теперь надо выбросить мусор. Он ужасно пахнет. Мусор. Мусор. Под раковиной? Нет. Так. Кстати, балкон. Что на балконе у нас? Ух ты, на балконе есть батарея. Охренеть. Так, ничего здесь такого нету. Нифига себе, у них балкон, конечно. Всем бы такой балкон. Огромнейший. А вот та комната, интересно, что это? Так, во, все, пойдем. Ага, между локациями у нас идет прогрузка, окей.
Нам сейчас на улицу надо, да? Так, кстати, женщина ушла, которую подметала. Так, надо будет сейчас зайти и проверить кошку. Ой, это у меня. Я думала, это в игре, а это у меня звуки, короче, там это что-то взорвали. Жестко такой гул прошелся. Никто не стоит? Нет. Я все жду, когда там кто-то будет стоять. Это же любят эти в хоррор-играх так нагнетать. Нет, смотрите, никто не стоит, но зато дождь льет, как у нас сейчас тоже. Льет, так и льет. Так, кошечка. Так, ты здесь, хорошо. Это, знаете, это такое этот, типа сейв-рум место какое-то для успокоения. Так, вот сюда. Игра настолько темная, просто до невозможности темная. Буря усилилась, нужно выбросить мусор и поскорее вернуться. Ты бы это... Побыстрее бы как-нибудь ходила бы. Она не бегает. Она не шифтует. Вот это началось. Про что я и говорила. Стоит, да? Ага, конечно, 100 раз. Блин, мы кошку не проверили. Ну ладно. Только попробуй тронуть кошку. Я потом твою кошку трону. Никто не стоит. Да все, хватит уже нагнетать. Ой, а где наш? А, на 5-м этаже, что ли? Быстрее домой. О, Господи. Странно, что здесь нет мусоропровода. Обычно в таких домах стоят эти мусоропроводы, чтобы было это... Чтобы на улицу вот так не выходить. Легко это все вынести и все. Давай, включай компьютер. Я должен начать работать над своим следующим романом. Должен? Так ты мужчина или женщина? Кто ты? Her story. О, Господи. А почему ты на инглише пишешь? О, смотрите, я не глядя. Ой, я даже не глядя на клавиатуру печатаю роман. Какой я умный. А, можно еще, кстати, оборачиваться реально. Опа. Хоба. 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 Ладно. Сейчас там кто-то будет стоять, наверное. What the fuck? Ну как выйти?
Я же говорила опять. Я же говорила, опять эта бабка. Она нас снова преследует. Ни минуты покоя. Проверить электрическую панель. Предохранители перегорели. Здесь должны быть запасные, которые я могу использовать. Ёлки-палки. А где они могут быть? Да что ты в собственном доме ссышься? Это же твой дом. Твоя квартира. Опа. Йо. Здравствуйте. А чё мы тут сидим? Ух ты, карта Таро. На балконе, кажется, да, должны быть? Да, точно. Вот сейчас что-то будет, по-любому. Вот, как всегда, по сценарию вот этих всяких клишированных хоррор-игр всегда что-то потом вылетает. А, 6. Так, должно получиться 53. Аллилуйя! Мы угадали. Все, включили электричество. Что дальше? Проверить, нет ли кого-нибудь в квартире. Понятно. Сейчас будем проверять, кто у нас тут ходит. Бабка, та, которая подметала пол. Наша любимая бабушка. Бабушка Зина. Бабушка Зина, пожалуйста. Прекращайте их похождения в хоррор-играх. Это уже не смешно. Вот и все. Я возьму свой фонарик из ящика с вещами. Хорошо. Жесть, конечно. Заорала. Вот это да. Я надеюсь, здесь не надо будет опять какое-нибудь выживание. Я не хочу. Где мой фонарик? Я оставил его здесь. Нет, все-таки это, наверное, больше парень, наверное, чем девушка. Хотя непонятно вообще. Кто мы, что мы, кого мы. Так, мужик, ты все еще радостный и спокойный, хорошо. Фу. Так, и чё, и куда тогда? Найдите пропавший фонарик. Ну да. Если бы я был фонариком, где бы я был?
с одной стороны, лучше, конечно, фонариком светить, чем вот этой зажигалкой, которая потом это... Баб Зина, пожалуйста, прекратите пользоваться нашей посудой. Может быть, на балконе? А тебя вот это не смущает? Что какой-то нож воткнут в перчатку или что это? Странно, звук был отсюда, но тут ничего нет. А, он, наверное, в этой комнате. Ну, конечно, ну а где же еще он может быть? Он может быть только в комнате с этой страшной куклой. Ну, конечно. Здравствуйте. А кукла-то пропала. Крики, должно быть, доносились из квартиры старушки. Ты хочешь туда пойти? Расследуйте крики. Да ты гонишь. Нет, ну ты гонишь. О, я вижу все насквозь. У меня рентгеновское зрение. О, нет! А как же кошка? Я думала, я буду следить за кошкой, чтобы с ней ничего не случилось. Где старушка могла спрятать запасной ключ? Ёбаный в рот. Извините. Слушайте, похоже, это место было заброшено много лет назад. Следуйте квартиру старушки. Да вот нахрена вот это тебе этим заниматься? Ну вот зачем? Зачем идти в какую-то чужую квартиру? Это просто проникновение незаконное. Тебя за это посадить могут. Женщина или мужчина, кто ты там? Зачем? Оно тебе это надо? Я думаю, оно тебе это не надо. Потом шепчется. Ну давай, давай, давай. У меня остальные яйца, я ничего не боюсь. Я уже столько игр поиграла. Ты себе просто не представляешь. Я прошла очень много игр страшных. Ну давай, нападай, нападай. Напугай меня. О, какое красивое платьице. Так, сюда, наверное, нужен замок, да, что-нибудь такое. Ножик воткнут. Боже мой, что же делать? Сюда нужен ключ. А это, наверное, та самая старушка, да? В которой мы шаримся в ее квартире. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, у нас тут загадочка. Ладно. Загадочка. Ну, в принципе... Так. А, мы отсюда пришли. Так, ага, окей. Ни хрена себе у тебя шаг. The sun. Круто. Бабка. И с той, с другой стороны бабка. А, вот тут пусто. Фотоаппарат мгновенно... Понятно.
И чё? Спать? И чё мы тут взяли только Таро и все? Тут нет никакого ни ключа, ничего. Чё кто-то шепчется. Да ладно. Сейчас кто-то выйдет, да? Ни хрена у нее там шаг. Вы слышите, какой у нее шаг огромный? Она просто, когда, короче, ходит, она вот так вот. Бамс. Бамс. У нее такой широкий такой шаг. На картонах. Не плачьте, пожалуйста. Вас успокоит, может? Дырочку посмотри. Подгляди. Что там происходит? Может, нам надо туда пойти, где там плачут? Ай, здравствуйте. Привет, привет. Хорошо. Хорошо. Так, а мне можно какой-нибудь подсказка, что делать с этим пианином вашим? Задание до сих пор исследуйте квартиру старушки. Исследуем в поисках. Исследуем в поисках скримеров. Понятно, все хорошо. Да ну. И чё? Чё-то там говорили, что будет капец как страшно. Да ну вас. Мы даже бегать не умеем. Мы просто будем ходить и ловить на себя скримеров. Ну, это, конечно, вообще шикарно. Какая-то записка. Похоже, эта страница была вырвана из дневника. Мое сердце не может смириться с этой потерей. Я очень скучаю по своей дочери. Когда я засыпаю, все еще вижу ее лицо. Я боюсь, что однажды проснусь и забуду, как она выглядит. Прошли годы. Как бы мне хотелось сделать что-нибудь, чтобы увидеть ее еще раз. Снова взглянуть на ее лицо. Может быть, я смогу что-то сделать. Это старая книга с чердака моей матери после ее смерти. С ее помощью я смогу снова увидеть свою дочь. Я всегда считала эту книгу глупой, но попробовать стоит. Ну давай, выходи, старуха. Давай, нападай, давай. Давай, иди сюда. Давай, на меня, давай. Гимми. Давай. Ну, чё ты можешь, а? Чё ты можешь? Только скримеры можешь давать, да? Все? Нет, показалось, как будто дверь открыта. Так, и чё? Ну, нам говорят, просто исследуйте квартиру. Все. Нам ничего больше не говорят. Это мы что, получается, будем искать скрипты? Может быть, нам надо вот эту проверить картину.
Картина, картонка и маленькая собачонка. Нет. А может, надо к выходу пойти, что типа, о, боже мой, мы испугались, надо срочно найти выход отсюда. Все, бежим, бежим к выходу. По идее же так должно быть, да? Нас не выпускают. Да что вы говорите? О, может быть, блин. Там какая-то О, реально, смотрите. Свечечки. Так, и что это за свечки? А, осветите комнату с помощью свечей. Чисто случайно, короче, в этот вставила. А, вот же они стоят реально. Да ну, не страшно вообще. Интересно, а нам надо было там проходить? Навряд ли, наверное, это считается за полную комнату. Не страшно. Вообще не страшно. Вообще нисколечко не страшно. Вот эти ловить скримеры, это... Ай, мы уже столько скримеров повидали на свою головку. Все еще исследуйте квартиру старушки. Так. Ага, ладно, ничего тут не надо. А вот это вот что это за дверь? Когда-нибудь узнаем, что это за дверь? Меня пугает больше ее шаги, чем вот это вот происходящее вокруг. Фотка пропала, кстати. Так, а здесь ничего не надо, да, зажигать? Вроде нет. Ожидаемо вообще. Очень-очень ожидаемо. Вот честно. Почему-то вот Welcome to Kowloon меня очень сильно прям это напугало. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите это видео, потому что я там так сралась. А здесь что? Ну что это? Ну вот это... Ну это страшно, что ли, по-вашему? Да нифига подобного. Если бы за мной будет кто-то бегать, тогда будет, наверное, страшно. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. Да идите вы знаете куда. Я просто вот это вот все сфотографирую и все. Буду действовать вот так вот. Я не буду вот это все запоминать, вашу вот это ваше вот то самое. Ой, там что-то было написано. Так, ладно. Это есть песня, которую я играла на пианино для своей дочери. Она ее обожала. Она так любила ее, что танцевала как фея. Моя любимая дочь. Как бы я хотела сыграть тебе эту песню еще раз. Последний раз. Интересно, что за дочь? Кстати, очень успокаивающая мелодия. А что за ключ? Ну, наверное, от этой двери, да, скорее всего. Короче, я начала заново. Я думала, у меня пропал этот скрипт. Вот. Я думала, это от этого шкафа, но, видать, нет. Поэтому пойдемте открывать красную дверь. Мы же не прочитали там, что в ключе было.
описание этого ключа. Прошла, можно так сказать, все заново. Надо было, оказывается, всего лишь сделать вот так. Как оказалось. А, это, оказывается, еще не все. Я проживаю этот ужас снова и снова. Снова и снова. Ключ. Это, наверное, от шкафа, да, скорее всего. Ключ. Блин, я вот опять не прочитала, что там было написано. Почему я не читаю? Почему я никогда не читаю? Так. Мне уже до такой степени не страшно, что я уже вообще ни на что не реагирую. О, так. Ой, я не прочитала. Да ёлки-палки, опять не прочитала. Это, правда, старушка использовала, чтобы делать снимки своего любимого ребенка. Это был первый предмет, который она прокляла. Отсюда и странные отметины. С его помощью можно обнаружить то, что не видно глазу. О, прикольно. Ага, понятно. Используйте фотоаппарат, чтобы запечатлеть паранормальную активность. Ух ты. Нам отсюда не дают еще выйти пока что. Так, окей. Да, альбом изменился, ну-ка. Там было... Ага, теперь надо вот это, да, сфотографировать. Все. Понятно, понятно. Хорошо, я поняла вас. Так. Нет, все-таки здесь не по скрипту работает игра. То есть по скрипту, но мы там немножко ошиблись. Я думала, то, что дверь закрылась, а нам надо было открыть этот шкаф. Но нет, я ошибалась. Ну, ничего страшного. Чё ты стоишь тут? А чё, мне можно как-то пройти мимо тебя? О! Каждый раз, когда я фотографирую ее, она выглядит так, будто хочет поговорить со мной, но я не могу ее услышать. Кажется, ей больно. Опа, свернулась. Так, хорошо. Так, теперь нам надо вот это вот сфотографировать. Ой. Все, идем. Так. Вот это, кстати, интересно, когда рассказывается история чья-то. Потом хочется понять, что же здесь случилось на самом деле. Почему эта старушка такая злая? Почему она такая озлобленная на весь этот мир? Нам, в общем-то, нужно найти второй ключ для красной двери. Как только мы найдем, мы попадем, наверное, в какую-то другую комнату. Да, видите, там высвечивается ключ. Так, это телевизор, окей, идем. Это какие-то места преступления, что ли? Так называемые места преступления. Окей.
Так, глазик. В принципе, ничего сложного. Если бы вот здесь ходила бы какая-нибудь бабка, да, она бы нам мешала бы все это делать, тогда было бы, наверное, сложнее все это выполнять. Так, дальше. Угу, картина. Все окей. Понял, принял. Ну тут еще хорошо, что здесь квартира не такая огромная. Не надо там ходить на туда, вниз, наверх, спустился там на второй, на третий, вот это туда-сюда хождение. Хорош. Какая-то клоунесса появилась у нас. Это будет наш враг. Нас, наверное, потом научат бегать, да? От этой женщины или кто это? Призрак. Ведьма. Ключ, ключ. Пожалуйста. Дайте мне ключ. Спасибо. Спасибо. Все, последний ключик. Ура! Что это у нас тут? О, доска Луиджи. Понятненько. Ясно все с вами. А вы кто? И что мне надо? Исследуйте квартиру старушки. Понятно. Да, вот исследую. Может, надо сфотографировать? О, я нашел этот старый граммофон рядом с той старой книгой с чердака моей матери. На пластинке содержатся какие-то инструкции о том, как разговаривать с мертвым духом. Я должен следовать инструкциям очень тщательно. Возможно, таким образом я могу снова поговорить с дочерью. Опа. Пиковую даму будем вызывать. Так, нам нужен этот. Ух ты. Расческа. Нам надо что-то типа пластинки, чтобы послушать эту информацию. А, вот же. Это руководство о том, как разговаривать с духом, достигшим врат в мир духов. Имейте в виду, что вы должны следовать всем инструкциям очень тщательно и в правильном порядке. Ошибка может привести к катастрофе, возможно, к вашей смерти. Чтобы поговорить с духом, нужно сначала понять, что назад дороги нет. Сделанного не воротишь. Любые последствия после разговора с духом ложатся на вас. Вам понадобится спиритическая доска и чаша для подношений. Обязательно поставьте перед зеркалом, откроет вам следующую подсказку. Глаз. Эта расческа должно быть принадлежит дочери.
а мы не знаем пока код. Какие-то снимки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, хорош. Надо это типа сфотографировать? D5, A3. Это что, морской бой? C8, B2, E6. Так, ну-ка. А3, Д5. Я поняла. Давайте-ка. Типа A, B, C, D, да? 3, 3, 3, 2, 3, 2, 8, 3, 2, 8, 5, 3, 2, 8, 5, 6. 3, 2, 8, 5, 6. Нет. О. CDBA. А я думала, тут A, B, C, D, E. Все понятно. Так. Что делаем? Правильно, фоткаем, потому что мы это нахрен не запомним. Так, CDBAA. Так, окей. 8, 8, 5, 8, 5, 2, 6, 8, 8, 5, 2, 6, 3. 8, 5, 2, 6, 3. 8, 5, 2, 6, 3. Все. Молодцы. Так, окей. Тихо. Чтобы поговорить с духом, вам нужно сделать подношение. Сначала чашу для подношений нужно положить личную вещь у человека, с которым вы хотите поговорить. Расческа. Последним предметом должна быть фотография человека, с которым вы хотите поговорить. У меня есть фотография дочери, которую я раньше нашла в альбоме. Может быть, я смогу ее использовать? Окей. Хорошо. Так, и, наверное, может быть, закончим уже над этим. Давайте изгонем эту кого-то там, это в следующей уже серии. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся уже в следующей серии, в следующей части, в следующей хоррор-игре. Все, всем спасибо, всем пока. Пока.